Ныне действующий закон о приватизации республиканской муниципальной собственности дает возможность приватизировать объекты в 3 случаях. Если они являются торговыми, были разрушены в ходе военных действий или строительство объектов не было завершено. Законопроект обсуждался на протяжении долгого времени, и парламент Абхазии принял его новую редакцию с учетом нынешних реалий. Новый закон о приватизации республиканской муниципальной собственности вступает в силу с 1 января 2017 года. Закон, который был вызван нашим рассмотрением и дальнейшим принятием, в первую очередь потому, что сами процессы приватизации, которые происходят в стране, ни нас, ни граждан Абхазии уже не устраивали. Жизнь движется вперед, экономика движется вперед, появляются новые обстоятельства, которые требуют нового нормативного регулирования. Авторы нового законопроекта решили по максимуму конкретизировать и ужесточить процедуру приватизации государственной собственности. Он исключает прямую продажу объектов. Чтобы пресечь коррупционный сговор, они будут приватизироваться через конкурсы, аукционы и акционирование, отметили депутаты. В последнее время в обществе активно идет обсуждение данного закона. Несмотря на то, что он был утвержден парламентом еще в июле месяце, на данный момент в социальных сетях дискутируют по поводу участия иностранных физических и юридических лиц в процессе приватизации. Люди опасаются, что этот процесс может противоречить интересам народа, но депутаты парламента высказывания отдельных лиц считают необоснованными и неаргументированными. Действующий закон от 1997 года не запрещал и не ограничивал участие иностранцев в приватизации госимущества. Новая редакция закона сможет регулировать этот процесс, уверены парламентарии. Просто очень много поправок, очень много дополнений, очень много пояснений, поэтому он получился новый, в новой редакции. Но по сути, сама суть закон существует с 1997 года. И там также приватизация шла и идет, и он до сих пор, этот закон 1997 года, по сегодняшний день действует. И в том числе там дано право также юридическим и физическим лицам иностранных граждан участвовать в процессе приватизации. Это просто к тому, что коротко сказать, что это не мы, это начинатели процесса приватизации. Это процесс идет давно. Депутат Ахрабжаня считает, что чрезмерное участие государства в экономике страны не всегда эффективно. Поэтому для привлечения капитала в страну некоторые государственные объекты необходимо разрешать приватизировать, уверен Бжаня. Если мы хотим развивать наше производство, развивать экономику и делать так, чтобы привлечение денег порождало другие деньги, способствовало развитию периферии, рабочих мест, технологий, знаний и так далее, мы должны участвовать в этом процессе. Впервые новый закон вводит разграничение объектов республиканской и муниципальной собственности и дает возможность местным администрациям самостоятельно формировать их список, а местным органам самоуправления утверждать его. Также в законе определен перечень имущества, не подлежащего приватизации ни при каких обстоятельствах. Вот здесь просто четко, постатейно и попунктно перечислены моменты, когда иностранные предприниматели или юридические лица с иностранным участием вообще не могут принимать никакого участия в приватизации их объектов. Либо конкретно по объектам государственного, оборонного и прочего там характера, там все перечислено. Либо в связи с определенными обстоятельствами, когда вы считаете, что в данный момент эти объекты представляют для вас предмет стратегического интереса. Или национальной безопасности и так далее. Я хочу вам сказать, что в прошлом законе, при всем уважении, вот такого детального расписанного ничего не было. Этот закон не имеет отношения к продаже жилья иностранцам, говорят депутаты, и просят общество не беспокоиться по этому поводу. Прямой строкой в 3 статье указано, что жилой фонд не может подлежать то есть входит в перечень объектов, на которые не распространяется действие настоящего закона. Журналистов интересовали механизмы проверки лиц, претендующих на участие в аукционе, защита интересов граждан, а также много сопутствующих вопросов, касающихся безопасности интересов народа. Но реальный потенциал закона можно будет увидеть только на практике. А пока представители СМИ предлагают депутатам при принятии важных проектов закона обсуждать их с обществом. Сима Аргун, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.